فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الحمد لله الذي بنعمته. Хвала Аллаху, по милости которого совершаются благие дела. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же его и повинуйтесь ему. Ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Среди сподвижников был один человек, который выделялся крайне скромным характером. Этот сподвижник – Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах. Когда он остановился перед могилой, то плакал так, как не плакал, даже когда упоминались рай и ад. Его спросили о причине столь сильного рыдания при могилах, на что он ответил, что слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, говорил: «Могила – это первая степень следующей жизни. Если человек спасется в ней, то последующее будет для него еще легче». Вот почему плакал Усман ибн Аффан. Ведь эти слова означали, что если наказание Всевышнего коснется человека в его могиле, то последующая участь станет для него более тяжкой. Имам Аль-Байхаки приводит от табиина Саида ибн Аль-Мусайяба очень назидательный рассказ, который должен подтолкнуть нас к отчету своих дел и призвать к размышлению над своими деяниями и положением в судный день. Саид ибн Аль-Мусайяб рассказывает: «В один день мы зашли в кладбище вместе с правителем мусульман Али ибн Абу Талибом. Зайдя в него, Али воззвал: „О обитатели могил, мир вам и благословение Аллаха! Расскажете ли вы нам про свои вести, или же мы расскажем вам про свои?“ Передающий эту историю, Саид ибн Аль-Мусайяб говорит: „И в этот момент мы услышали чей-то голос: „И вам мир и благословение Аллаха, о правитель мусульман, расскажи нам, что стало после нас“. Али сказал: „Что касается ваших женщин, то они вышли замуж, ваше имущество распределено, а ваши дети числятся среди сирот. Вот вести про вас, какие же у вас вести про нас?“ Тогда послышался голос: „Наши саваны отделились, волосы выпали, кожа расползлась, а глаза вытекли на щеки. Мы обнаружили для себя благие деяния, которые совершали при жизни, а все остальное покинуло нас. Мы стали заложниками того, что приобрели“. Загробная жизнь со всеми ее событиями – важный аспект в исламе, в который обязан уверовать каждый мусульманин. Смерть непременно подступит к каждому из нас, и могила – это первый этап последней жизни. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который более мягок и милосерден к своей общине, чем они сами, поведал нам то, что может избавить нас от могильных мучений. Он сказал: „Молитва придет к человеку со стороны его головы и будет защищать его. Пост придет с правой стороны, с левой стороны придет закат, который он выдавал при жизни. Дополнительные и желательные поступки придут к нему со стороны ног и также будут защищать его. Когда же ангелы мучений подойдут к нему со стороны головы, молитва заградит им путь. С правой стороны будет стоять пост, с левой стороны закат, а со стороны ног дополнительные благие деяния“. В завершении проповеди упомянем еще один хадис, который привел имам ат-Тирмизи от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах. Ибн Аббас говорит: „Один сподвижник разбил палатку прямо над могилой, не зная, что там находится могила. Вдруг он услышал, как из могилы звучал голос человека, который читал: „Возвышен тот, кто обладает вестью“. Это первый аят суры Аль-Мульк. Тот человек дочитал эту суру до конца, и услышавший этот голос сподвижник пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, и сказал: „О посланник Аллаха, я установил палатку над одной из могил, не зная, что там находится могила, и вдруг услышал голос человека, читавшего: „Возвышен тот, кто обладает властью“. И так, пока не закончил эту суру. Тогда посланник Аллаха сказал, мир ему и благословение Всевышнего: „Это защищающая и спасающая сура, которая спасет человека от могильных мучений“. Любимец Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, поведал нам, что человек, постоянствующий в чтении данной суры в каждую ночь и исправно выполняющий обязательные предписания,
будет спасен от могильных мучений. Чтение этой суры занимает лишь несколько минут, а в нашей республике много людей умеют читать Коран. Поэтому мы завещаем читать эту суру и призываем тех, кто ленится в ее чтении, проявлять усердие над ней, ибо в ней много благ и польз. Если человек пожелает научиться читать Коран с искренним намерением, то Всевышний Аллах непременно поможет ему. Какой же прекрасный помощник Коран! Он помогает верующему и при жизни, и при смерти, и в могиле. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сообщил, что в день суда Коран явится к могиле того, кто читал его при жизни, любил его, испытывал радость при его чтении, поступал в соответствии с ним. Коран явится к нему и поведет его прямиком в рай. Рамадан – это месяц Корана. Когда наступал Рамадан, праведные предшественники и ученые проявляли особое внимание и усердие в чтении Корана. Господин всех творений, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил со слов Всевышнего Аллаха, что Коран – это самая великая речь среди всех речей, и что его величие подобно величию Господа миров над своими рабами. Пусть Всевышний Аллах дарует нам крепкую связь со своей речью и сделает нас теми, за кого будет заступаться Коран.